Абхазская делегация уже 4-й год подряд принимает участие в работе Санкт-Петербургского международного культурного форума. В его рамках между Министерствами культуры Абхазии и России был подписан план мероприятий на 2018 год. Президента интересовало направление культурного сотрудничества в наступающем году, а также результаты других встреч, состоявшихся в Санкт-Петербурге. Как отметила Эльвира Арсалия, в 2018 году план мероприятий намного шире, и связано это в основном с празднованием в будущем году десятилетия признания независимости Абхазии и 25-летия победы в Отечественной войне. Также будут продолжены обменные гастроли национальных коллективов. Мы сохранили приоритет, который вы не раз озвучивали, это охрана историко-культурного наследия. Батал Самсонович позже расскажет. Те мероприятия, которые уже проходят несколько лет, они будут расширены. Это сотрудничество с общественными организациями, с экспертными советами. Мы постарались расширить культурный сезон 2018 года, тоже в соответствии с нашей концепцией, что дети – главные агенты развития культуры. Мы сделали для них гастроли, которые специально для детей. Это гастроли театра кукол, гастроли детских спектаклей. И постарались образовательную программу расширить. В течение года к нам будут приезжать преподаватели ведущих вузов России, творческих вузов, и проводить здесь мастер-классы. Культурные отношения, которые существуют и развиваются между Абхазией и Россией, очень важны, подчеркнул Рауль Хаджимба. Для нас важно, чтобы эти связи были бы еще крепче. Все хорошо, я думаю, будет тогда, когда мы все вопросы не только внешнего направления будем выстраивать, но и у нас есть многие сложные процессы и в самой Абхазии. Все эти вопросы должны решаться. Решаться здесь. Как сообщила Эльвира Арсалия, в Санкт-Петербурге обсуждалась возможность организации в Абхазии художественных выставок знаменитых живописцев XIX и XX веков. Но для этого необходимо решить организационные вопросы, особенно в плане безопасности и провоза художественных ценностей через границу. Поездка была полезной и перспективной, заключила министр. Заместитель министра Батал Кубахия сообщил, что большая часть работы форума была посвящена проблеме сохранения культурного наследия в странах, где происходили вооруженные конфликты, во время и после которых в этих странах имело место незаконное перемещение ценных археологических артефактов. Например, в постоянной выставке византийского времени в Эрмитаже были обнаружены артефакты из крепости Хашупсы. В связи с этим министерством был сделан запрос в Эрмитаж. В частности, запрашивается историческая справка на приобретение коллекции. Все музеи, крупные музеи покупают коллекцию частных лиц. Однако эти коллекции должны быть подтверждены документацией, что они не находились в незаконном обороте. Необходимо создание реестра культурных ценностей, перемещенных во время общего государства, и создание реестра культурных ценностей, перемещенных уже незаконно во время войны и после войны. Дело в том, что у нас любят в обществе все время говорить, что потеря уничтожения объектов культурного наследия и культурных ценностей связана с войной. Могу разочаровать всех, что это не только с войной связано, потому что предметы из Хашупсы, они датируются приобретением 2001 год. На встрече также обсуждался вопрос состояния всех памятников истории и архитектуры, включенных в перечень объектов историко-культурного наследия Абхазии. Особое внимание Рауль Хаджимба обратил на состояние храма Симона Канонита. Президент обещал всемирную личную поддержку в решении этого вопроса. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить и передать один из древнейших архитектурных памятников Абхазии будущим поколениям, подчеркнул глава государства.